Нарушив правила дорожного движения, гражданин Украины, дальнобойщик, привлек внимание нюрнбергских инспекторов ГИБДД. Во время банальной проверки документов выяснилось, что нарушитель с 2008 года находится в межгосударственном розыске. При проверке по базе данных лиц, находящихся в розыске, было установлено, что данный гражданин является в розыске за МВД Украины по статье 365-366 УК Республики Украины. Уже 4 года скрывающегося в Благовещенске беглеца искала МВД Украины. Через Интерпол мы вышли на представителей киевской милиции и узнали вот что. На родине он подозревается в служебном подлоге, превышении власти и служебных полномочий. Водитель грузовика в России, на Украине руководил предприятием и на имя ведомства взял 2 крупных кредита, якобы для закупки техники, и скрылся с деньгами Европейского банка. Подделал официальные документы для получения кредита в 2004 году. Первый транш кредита на 25 тысяч евро. Через 2 месяца в том же финансовом учреждении получил кредит на 98 тысяч евро. Плюс 27 тысяч евро – это проценты по кредиту. Он не являлся в суд, он не являлся в следственные органы. В 2008 году было принято решение о его задержании. С чего он скрылся? И был объявлен международный розыск. Сейчас беглец содержится в изоляторе временного содержания Нюрнбергского отдела полиции. Инициатор розыска уже извещен о задержании. И в рамках Конвенции о правовой помощи Генеральная прокуратура России и Украины ведут переговоры об экстрадиции. После получения подтверждения требования о выдаче со стороны правоохранительных органов Украины срок стражи будет продлен, и задержанный будет этапирован на родину. Из-за пустякового нарушения ПДД беглец, успешно скрывавшийся от правосудия на протяжении 4 лет, попался в руки якутской полиции, которая передаст его украинской милиции, где по законам незалежной за подлог и превышение служебных полномочий ему светит от 7 до 10 лет лишения свободы. Афанасий Николаев, Надежда Акимова, Алина Романова, НВК Саха, Якутск, Нерюнгри.